Год с точки зрения урожайности для Коми выдался неоднозначным, и вместе с тем местным предпринимателям удалось собрать более 400 тонн дикоросов. Из них 86 тонн отправилось на продажу за рубеж. Северные грибы, ягоды и даже травы традиционно пользуются особой популярностью у жителей Европы. Ксения Лосева о перспективах развития грибного бизнеса из Коми на международной арене. Научный сотрудник Института биологии Коми научного центра Дмитрий Кириллов обходит лесные владения. Ученый ведет мониторинг продуктивности съедобных грибов на своем участке, а потому здесь ему знакома каждая опушка и каждое дерево. Ни один гриб, что называется, не спрячется. Надеялись мы, что сезон будет достаточно неплохой, потому что по итогам прошлого года грибы хорошо перезимовали. И думали, что все будет хорошо. И начинался сезон, в принципе, неплохо, потому что в конце июня уже пошли первые грибы, слой был небольшой, да. Но потом начавшаяся засуха, она все отрегулировала. С ягодами ситуация тоже из года в год складывается неоднозначно. Заядлые собиратели с грустью и ностальгией вспоминают былые времена, когда уходили из леса с полностью наполненными корзинами. Раньше много было, мы собирали по 8 ведер черники, брусники, также морожки. Сами понимаете, в республике Коми ягод нету, это для нас диво какое-то дивное. Продавцы шутят, у каждого уважающего себя ягодника должен быть свой секрет. Для того, чтобы добыть урожай, весь сезон им приходилось очень рано вставать и много трудиться. Без труда что сделаешь сейчас? Вот я 2:30 встала, кофе попила и поехала. Быстро-быстро собрала. Пришла, свежие люди, пускай кушают. Идешь быстро до катера, зелень собираешь с огорода, лук, там, кинзу, там все. Всего же своими силами предпринимателям Коми в этом году удалось собрать 470 тонн дикоросов. Из них 86 тонн отправили на продажу за рубеж. Направление для республики перспективное. Впрочем, что интересно, пока одни предприниматели штурмуют внешние рынки сбыта, вторые прикладывают усилия для того, чтобы расширить внутренние. Здесь, говорят они, есть тоже перспективные направления. Сегодня мы с вами приготовим десерт на основе наших северных ягод замороженных: облепиха, брусника, черная смородина. Минимум ингредиентов, зато максимум полезности. На своих занятиях мастер производственного обучения Сыктывкарского торгово-технологического техникума Наталья Амирханова старается использовать только полезные и натуральные продукты. Наши северные ягоды мы используем при приготовлении выпечки, различных соусов, десертов. Ягоды очень вкусные, полезные, витаминные. Это кладезь витаминов. Северные грибы, ягоды и травы уже давно завоевали сердца местных жителей. Теперь постепенно готовятся выйти на международный уровень. Главное, чтобы на следующий год с погодой повезло. Ксения Лосева, телеканал Юрка.